Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: кто за вами следит? Зачем? Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет, вашу характеристику. Кто вы, кто пришел на расклад. Очень сильный такой человек, человек-камень. Твердый характер. Если смотрит женщина, здесь мужские энергии сильные. Закрытая, не очень общительная. Больше скорее будете слушатель, нежели рассказчик. Сейчас что-то вас сковывает, ограничивает в ваших каких-то возможностях. Вы хотите чего-то добиться, достичь, но есть обстоятельства, которые не дают вам что-то сделать. У кого-то здесь строились какие-то планы, и одновременно вот как будто бы все закрылось или остановилось. Вы сейчас думаете, как найти выход из ситуации. У кого-то, в принципе, какая-то подвисшая ситуация, вы сейчас ищете выход. Ищите возможности, нуждаетесь в помощи, требуется какой-то новый план, перепланировка данного плана. Рассчитывала на одно, а оказывается здесь все теперь по-другому, и нужно все опять снова менять. Перестраивайтесь. Здесь кто-то мог вас обмануть, и есть за вашей спиной что-то такое скрытое, недоговоренное, обман. Вас хотят обмануть, имеют план. Постоянно всех выручаете, открывайте людям глаза, открывайте какие-то даже возможности кому-то, подсказывайте о чем-то, говорите. Очень много информации извне идет к вам, и вы кому-то даете информацию. Можете даже передавать информацию, которую услышали. Человек такой, с которым можно и договориться. Вы человек, который не предаст, не подставит. И вокруг себя таких же выбираете людей. Практичных, надежных, на которых можно опереться. Ну и вы тоже являетесь каким-то плечом. Можете помочь, подставить свое плечо. Взаимопомощь. Вы выбираете, кстати, в своей жизни и отношения такие же, где друг другу можете подать руку за справедливые отношения и к себе, и к окружающим. Человек знаний. Постоянно чего-то учите, изучаете. Иностранные могут быть языки. У кого-то здесь профессия такая, что постоянно нужно подучиваться. Также здесь в жизни вашей что-то произошло, именно касаемо любовных отношений, что дало вам очень много задуматься, многое потерять даже, оставить где-то. Но вы не хотите возвращаться в то, что вы оставили за собой, позади себя. Вы хотите нового чего-то, нового пути, новых каких-то изменений в своей жизни, открытия, может быть, даже новых каких-то планов, дорог. Человек, который любит путешествия, постоянно где-то колесит, находится в обществе. Человек может проецировать что-то в мир, нести какую-то информацию. Почему-то сюда слово идет доносчик, да, на вас кто-то сейчас доносит какую-то информацию или сплетничает о вас. Вы на данный момент на данного человека обижены, и вы подозреваете, о ком идет речь, жалуется в чем-то, пытается вас как-то в чьих-то глазах очернить и боится в то же время вас. Здесь показывает, что ваша интуиция подсказывает, кто это, и скорее рано или поздно вы с этим человеком разойдетесь, пути разойдутся, будь то подруга, будь то отношения какие-то. Но здесь вот узел будет развязан, поставлена какая-то точка. Точка-то поставлена будет, но что-то и начнется в вашей жизни по-новому, по-другому, не так, как идет сейчас. Как бы не было страшно, как бы не было неприятно, будет ситуация намекать вам на то, что пора бы уже чем-то заняться новым. Примените свои, может быть, какие-то знания, применить какую-то свою силу, воли, даже уйти от кого-то. Взяла, собрала себе и пошла. Здесь будет продуман вами какой-то определенный шаг, план с расчетом, с выгодой, чтобы ничего не потерять. Вот так вот. Если это касается расставания, развода, или, может быть, вы хотите расторгнуть какой-то контракт, у вас это получится. Здесь нужно проявлять свою смелость и ничего не бояться, идти вперед. Сомнения, страхи, но убирайте их в сторону. Здесь однозначно, благодаря своей внутренней вот этой вот жесткости, терпеливости, надавливанию даже на себя, вот как обливая себя холодным душем, как бы это ни было приятно, но вас это же закаливает, делает вас здоровее, сильнее. Даже если вы и
Не будете на это как-то воздействовать, пытаться. Хотя здесь почему бы и нет, пытка не пытка, да, здесь что-то однозначно получится. Но даже и без вашего участия помощь свыше. Если даже вы предпринимаете какие-то шаги, опять-таки плюс, как бонус, помощь свыше. Вот так вот. И будут найдены какие-то ответы, ключи, подсказки. Хотя, в принципе, человеку бесстрашный, вы просто сомневаетесь очень много. В себе можете даже сомневаться. Ну, есть в вашем окружении такие люди, в которых вы сомневаетесь, но дела делать с ними нужно. И без них никак. Это как в автомобиле есть все запчасти, но если одну запчасть убрать, машина или не поедет, или что-то еще будет. Все запчасти, а одно от другого зависит. Здесь за вашей спиной скрываются еще какие-то тайны. А это мы посмотрим. Тема сегодняшнего видео, кто за вами следит, зачем. Вот здесь не то, что следят, а даже обсуждают вас. Но здесь скрытно обсуждают, не хотят, чтобы вы об этом узнали. Сплетничают, ведут какие-то такие тайные диалоги, разговоры, может быть, даже в переписках. Все расставится по своим местам. Вам не нужно об этом вообще переживать. Заботьтесь о себе, о своей жизни. Не вникайте в подробности вообще своих сплетников или каких-то злоумышленников, которые пытаются внедряться в вашу жизнь или как-то о вас чего-то там говорить. Занимайтесь собой. Вот здесь карта звезда. По характеристике портрету. Все равно, как-никак, все, что вы в жизни желаете, вы это сами и исполняете. Ваши желания идут через вас, сбываются тоже через вас. С помощью вашей вот какой-то такой добивчивости, настойчивости, упорства, труда, мыслительных процессов. Вот такая вы. Добивайтесь своего. Вот вы хотели какую-то игрушку, рано или поздно она у вас появляется, понимаете? Вот как-то так. Давайте продолжать смотреть дальше. Кто за вами следит и зачем следит? Чего надо? Кто за вами следит? Человек моложе вас. Здесь вот как-то не получилось так, как ему хотелось этому человеку или ей. Человек пытался вас в чем-то переубедить или даже какие-то свои мысли, но чтобы вы их послушали и приняли к сведению. Но вы вот как-то, знаете, мимо уха внешним видом показывали, что вам это неинтересно. Здесь человеку неприятно от этой ситуации. Так же, как будто бы всерьез вы не рассматриваете вообще его слова или ее слова. Здесь паш, а вы император. Ну куда годится? Вы в любом случае тот еще человек по характеристике своей, который слушает тех людей, которые чего-то в этой жизни добились, что-то за собой имеют или имеют какой-то вес в обществе. Те, которые сказали, сделали. Конкретные люди. Вас не интересуют люди, которые пальцем показывают, но сами в этой жизни ничего не добились, сквернословят, показывают именно то, что на вас обиделся человек, который до вас совершенно не дотягивает. Обиду держит в себе, больно ему от этого, разочаровывается, даже болеет. Огорчение, мысли о вас, очень много думает о той ситуации, которая произошла между вами, обсусоливает каждую косточку, то, что было в разговорах, как вы себя вели, как посмотрели, как сказали. Вот знаете, так вот. Кому-то о вас жалуются, рассказывает, плачется. А ему говорят, этому человеку, что не обращай внимания, иди себе дальше. Иди себе дальше. Столько вокруг есть каких-то возможностей и перспектив. Смотри дальше, смотри шире. Что ты зациклился или зациклилась? Вот как-то так. Не подпускай, не общайся. Такие вот именно советы дают ему или ей. Здесь такие мужские энергии. Но какие-то вот, знаете, хоть они и мужские, но здесь человек такой ни рыба, ни мясо. Какая-то есть слабость или постоянные болезни какие-то мучают, душевные боли, душераздирающие. Здесь показывают, вы не обращайте внимания, наслаждайтесь своей жизнью. Как-то вдали находитесь от человека. Вы даже об этом и не думаете, что вы кого-то обидели. Почему-то вам кажется, здесь, как он считает, что вы живете, наслаждаетесь своей жизнью и не обращайте на данную ситуацию или на данного человека внимание свое. Вам все равно. А вот ему или ей не все равно. Давайте конкретно посмотрим. Человек ушел восвояси, так больно, ушел в работу. Ну, кстати, он хоть и ушел в работу, но во время рабочего процесса о вас постоянно думает. Больно ему. Ругается с вами даже. Вот это тот тип, который внешне ругаться не будет, но внутри будет вас материть, обзывать. Вот как-то так. Низкий человек. Низкий. Между вами была конфликтная ситуация, связанная или на рабочем месте, или за денег.
Но вы какая-то вот гордая птица. Вы на самом деле вот не прислушиваетесь к мнению данного человека, и человек на это обижен, что его мнение не учли. Или вы даже не прочитали что-то, что человек, может быть, составлял, писал, делал, да, вот как он считает, я старался, трудился, а ей все равно. Она как-то это не восприняла всерьез или вообще даже не обратила внимания, прошла себе мимо. Вот как-то так. Кто за вами еще следит и зачем следит? Кто за вами следит, зачем? Опять обиженные. Что же там всех обижаете? Есть такая обида, что вы никому не привязаны почему-то. Не привязываетесь или не бегаете за данным человеком. Опять-таки показываете вот на самом деле какое-то свое отстранение, безинтерес. А к вам человек проявлен с чувствами. Он даже, по крайней мере, смотрит на вас такими влюбленными глазами, а вы не обращаете внимания, не подходите, не контактируете, или, по крайней мере, возникает диалог, вы как-то быстро ускользаете. Ни нашим, ни вашим, вот такое вот проявление, да, несерьезное, может быть. Считаете себя выше всех, лидируете в чем-то, провоцируете данного человека своим внешним видом, нравитесь внешне, красивая очень. Но вот как-то ускальзываете, не даетесь человеку, не ведетесь, может быть, даже на что-то, что человек вам предлагает, да, вот как-то уходите. Здесь, кстати, похожая ситуация, вот тоже, опять-таки, проходите мимо, как-то вам это все неинтересно. Ну, здесь обсуждение в кругу друзей, в кругу общения какого-то такого увеселительного. Выпивка, может быть, какие-то глупые разговоры ни о чем, да, и вот тут человек резко вспоминает вас, говорит о чем-то наболевшем, также обсуждает ваши внешние данные, что вы нравитесь человеку, что очень красивая, что вы какая-то неземная, яркая, да, до вас очень сложно дотянуться, вас очень сложно добиться. Вы знаете, вы никого, он может думать, что не цените в принципе, да, и тем самым набиваете себе цену. Вы ни за кого не цепляетесь, вот вы наслаждаетесь чьим-то вниманием, даже можете вступать в контакт, общаться, но потом раз так и увиливать. И набиваете тем самым себе цену. Здесь, кстати, в обществе могут говорить о том, что у вас очень много каких-то амбиций, вы знаете себе цену, да-да, она знает себе цену. Она знает, она крутит, вертит. Или, в принципе, воспринимает всерьез что-то наиболее существенное, нежели тебя, или, да, нежели, например, что-то, что приносит меньше дохода, да, или ты не симпатичен, или вот, ну, не напрямую, да, здесь именно она ищет красавца, там, может быть, с деньгами, с карьерой, сильного, там, и так далее, а ты вот в подметке не годишься, вот как-то так, да, или на такую женщину надо много зарабатывать, намекая на то, что, да, а у тебя нету. Ты можешь дарить только чувства. Ну, в принципе, этот человек может дарить только какие-то слова, обещания. Может, кстати, умело это делать, да, очень красиво на самом деле заговаривать. Это может быть очень хороший даже менеджер, тот, который что-то рекламирует, вот такой вот. Но по факту все воздух, все вот как-то ни о чем, вода. Ну, перед вами сразу, вот как вы подходите к данному человеку о чем-то поговорить, он сразу превращается из мужчины в мужчинку, в мальчика, да, который перед вами в чем-то виновен или чего-то вам должен. Но здесь, знаете, самооценка его падает. Когда видит вас, он видит вас на какой-то высокой ступени, да. Женщина такая слаженная, четкая, идеальная, даже я бы сказала, по его мнению. Вы очень совпадаете с тем портретом женщины, да, который вот нравится ему. Есть определенный типаж, но
как-то вот до вас он не дотягивает и чувствует вот как-то, что рядом с такой женщиной идти мне стыдно. Потому что, да, вот я выгляжу как-то не очень, или не дотягиваю, или фигура не такая, или еще чего-то. В себе начинает искать какие-то комплексы. Унижает себя в чем-то. Кстати, человек может или качаться, или пытаться вот что-то делать с телом, но он не может добиться желаемого результата, и он бесится, да. Он пытается все сводить на какие-то красивые слова, речи. Вот это у него очень хорошо получается, а не качаться. Вот как-то так, да. Что-то есть такое, что вот человек хочет, делает вроде, но оно как-то недосягаемо, не получается. Нету каких-то положительных результатов в спорте или в чем угодно. Кстати, может как-то сам с собой с вами разговаривать. Да, или во время ночи именно вспоминать, представлять вас. Вы, кстати, можете появляться ему в каких-то образах во сне, тоже имеет место быть. Ну, очень много и фантазирует. Болит душа, и сердце плачет, что вы не можете вот человеку как-то достаться. Или человек не может быть с вами. Но здесь есть ряд комплексов и ряд того, что нужно еще добиться сделать, чтобы быть с такой дамой. Кстати, может думать, что у вас очень высокий прайс, ценник для себя, да, что все на вас, что находится очень дорого, и что если ей что-то покупать, предлагать, дарить и так далее, оно должно быть в любом случае ценным, а не какой-то побрякушкой, каким-то медвежонком с цветочками. Нет. Вот что-то, если розы, так 1000 роз, да, такой даме надо дарить, как-то вот стрёмненько приходить с каким-то веником. Вот так вот, из ромашек. Хорошо, смотрим дальше. Кто за вами следит и зачем? Кто за вами следит и зачем? Ну вот. Хоть не видим тут сразу обиженных. Ой, да тут человек вами одержимый следит за вами. Знаете, здесь может быть такое... Здесь есть такая доля хитрости. Через кого-то человек может о вас знать информацию или спрашивать ее, эту информацию. Где-то ведет какое-то наблюдение, но здесь дело страсти, дело вот каких-то таких интимных сцен, да, представления этих сцен. Может быть, у вас что-то и было именно постельного характера, а может быть, здесь именно представление, да, человек очень много представляет. В принципе, я бы еще сказала, по человеку есть такое что-то в нем извращенное такое. И вот эти вот извращения какие-то немножко не того, да, не от мира сего, ненормальные. Ваш тайный влюбленный, ваш тайный, знаете, вот у человека есть желание вас похитить. Неважно, там замужем вы или нет, похитить вас. Человека, почему такие представления, вот связать ее, вот похитить, да, вот именно вкусить вот этого вкусного пирога. Но вот как-то есть сомнения, кишка здесь тонка. Да, здесь только есть внутренние такие порывы, желания, страсть. Даже, да, есть такое, что взять силой, если не получится полюбовно. Но страх есть. Здесь есть какое-то преграждение, ограждение, да, к вам нельзя, вы недоступны. Или же, да, еще такое имеет место быть, что вы можете дать сдачу, треснуть хорошенько. Вот, а кто знает, а может, и в живот дадите ногой. Ну, вот такая вы смелая в его глазах. Притом, вот эта вот смелость его возбуждает, вот эта смелость ваша ему нравится. Вы, кстати, ему кажетесь женщиной, знаете, такая холодная к мужчинам. Она хочет вот с мужчиной быть, но она такая вот, включает вот эту вот холодную женщину, королеву, да, вот такую. Не подпущу, не надо, вот какое-то такое. У вас очень много, кстати, амбиций, он говорит, запросов каких-то, но не в том плане запросов. У вас высокий ценник, опять-таки, прайс, да, вы как-то можете выглядеть, на самом деле, здесь уже не один мужчина говорит об этом, что вы завышаете, не специально, да, сама завышая, вы так выглядите. Вот смотрит и видит то, что вот она дорогая.
Это вот не женщина какого-то уровня, которой ничего не надо. Мне не надо, скромница. А вот она такая, что по локоть откусит. И страстная, но и в то же время холодная. Вот эту вот страсть свою скрываете в холоде. Заморозили вы ее. Так, кто еще? Вот здесь показывают человека вот этого же самого по страстям. Он вот как-то, знаете, видит то, что здесь есть повод какой-то хитрый. Вот чтобы к вам подойти, да, вот как-то надо схитрить, с хитрым поводом зайти. Вот, под видом помощи, разрешения какой-то ситуации, да, спросить, а если, может, проблема какая-то, давай решу, или предложить, вот будут проблемы, приходи, да, или звони, я помогу, вот как-то так, надеясь на какие-то чувства. Но здесь хитрость, сразу говорю. И говорю, если вы вступите в отношения с данным человеком, вы останетесь у разбитого корыта. Все вот вокруг, как по дьяволу, да, вот это как красивая обертка, но внутри ничего нету. Это просто только фикция, обертка, да, человек может проявлять себя каким-то таким, да я все могу, да я всех спасу, такой вот силач сильный, там, да все я подниму любую тяжесть и так далее. По факту, да, когда дело касается конкретно чего-то, вот человек сдувается, фух, так и все. И как мыльный шарик. Хорошо, приступаем дальше. Но здесь сразу говорю, что ничего не получится. Как бы, и если бы даже... Но я вам скажу, этот тип такой человека, который, если бы вы заметили, кто это, может быть, подозреваете, кто, он сводит с ума. Но вы понимаете, что толку от этого нет. Сводит с ума. Ну, с ума и с ума, да, очки розовые одевать не буду. Вот как-то так. Но понимаете, что вам нравится, да, данный человек. Но кашу с ним не сваришь. Серьезного ничего не построишь. А вы же император, двумя ногами на земле, вам все конкретно, по факту надо, без всяких хитросплетений, да, и так далее. Вот этих вот авантюр, американских горок, экстримчика. Нет, вы не тот человек. Вам надо вот двумя ногами чувствовать эту землю. Хорошо, смотрим дальше. Кто еще за вами следит и зачем? Здесь человек такой, который, так скажу, внешне скромен, внутри силен. Он может быть такой серенький, да, где-то в уголочке, в тенечке сидеть, но внутри очень такая сильная натура. Я бы сказала, этот человек, который предпринимает на сегодняшний день какие-то действия. Вот так шаг за шагом, маленькими шажочками, но никому об этом не делится, не рассказывает. Он хочет достичь каких-то, ну, я бы сказала, даже нереальных высот. Человек, который, в принципе, склонен, есть в нем такое, где надо вот чего подлезать, да. То есть, если это будет выгодно, да, вот как-то унизиться или вот пойти по головам, есть в нем такое. Хитрость в нем есть. И самое главное в нем хитрость, что он сверху притворяется такой серым и невидимым мышкой, да, а внутри живет лев, который вот вылезет и всех раздергает на разные части. Да, страсти внутри бурлят, но внешне никогда не подумаешь об этом человеке. Вы знаете, этот человек, если даже совершит какое-то преступление, вот честно, все пройдут мимо. Никогда на него не упадет ни одно подозрение. Это такая вот тихая саппа. К вам есть какой-то такой физический интерес, и я бы сказала, интеллектуальный. Да, вот такая умная.
Кстати, бывают вот мужчины, которых возбуждают умные женщины. И здесь на это более похоже. Его возбуждает ваш ум, ваш интеллект. И вот знаете, вы где-то вот находитесь, он строит из себя, сразу говорю, скромника. Вы, возможно, понимаете, о ком идет речь. Но вот что-то можете чувствовать, что та еще хитрость в нем какая-то скрыта, зверь какой-то. Есть такое. Человек, который склонен идти по головам. Но не склонен кого-то обсуждать. Да, этого в нем нет. Ты не увидишь его в компании, за столом, что он сидит там. Он может сидеть, но слушать, но ничего не говорить. Он может где-то находиться, опять-таки, да, где все перетирают кости, он никогда ни о ком ничего не скажет. Ни плохого, никакого. Вот просто сидит и слушает. Он все мотает себе на ус. А потом делает выводы и понимает, с кем и как себя вести. Тем самым, он, кстати, очень хитрый. Очень хитрый. Вот он сидит, слушает, да, и уже понимает, кто сколько зарабатывает, кто чем занимается, да, через кого какие есть лазейки и так далее. Чем можно воспользоваться и кем можно воспользоваться в случае чего. Может быть, даже, да, использовать чьи-то контакты или человек, который пользуется какими-то выгодными контактами. Подбирает какую-то информацию, слушает, читает и так далее. Но человек такой, я бы сказала, не глупый, да, интеллектуал. Возможно, вот с самого детства это такое учится, зубрит и так далее. Но ведет такую тихую игру. Это может быть даже, вот знаете, такой тип человека, тихий управленец. Огромный завод, но ты не знаешь, кто управляет этим заводом, да, или какой-то компанией и так далее. А вот за ним стоит, например, за этой компанией всей он, да, вот такой тихий и спокойный, имеет место быть. Он пытается как-то через кого-то, может быть, да, услышать какую-то информацию о вас. Где-то вас, может быть, подмечает, ставит галочку, собирает какую-то информацию, досье о том, сколько вы зарабатываете. Человек склонен к накопительству. Также здесь есть момент, когда будет у меня женщина. Человек ищет выгоды в женщине, чтобы женщина несла в себе какой-то ресурс, именно денежный, да. Тут имеет место быть даже вот выйти удачно. Не выйти, а жениться удачно, да, вот как-то перспективно, с выгодой. Вот так вот. В принципе, такой тайный гений. Но внешне из себя ничего не представляет. Вам даже бы никогда не показалось, что данный человек огромные вещи умеет какие-то делать, да, создавать или проектировать или что-то еще. Вот так вот. А может быть, владеть чем-то. Может управлять людьми. Так вот, знаете, как-то даже никто не подумает, а управляет всеми он. Сталкивает, может быть, лбами по дьяволу. Имеет место быть так. Кто за вами следит? Зачем следит? Первое слово, которое сюда пришло, какой-то мужчина, ну, дедушка. Слово дедушка пришло, да, мужчина старших лет, старше вас. Возможно, даже у человека какие-то, ну, такой отшельник-одиночка, вольная птица, самостоятельный манипулятор. И, вы знаете, хоть он может быть стар, ну, вернее, в возрасте, да, так скажем, не скажу, что совсем стар, седоват, но человек очень даже симпатичен, да, бывает кому-то возраст к лицу, и это вот именно такой мужчина, которому идет седина. Почему-то думает о том, что вы проецируете что-то, что не является в жизни главным. Да, такой мудрец, человек-мудрец. Человек о чем-то думает очень таком глубоком. И то, что у вас имеется, как будто бы у вас это или заберут, или, да, будет какое-то такое время, что вы останетесь
то, что у вас, оно будет неценно. Да, как будто падает в цене или не будет необходимым, нужным. Не нужно оно будет вам. А вы вот этим хвастаетесь, показываете это, что вот это главное. Статус ваш, работа ваша, да, то место, которое вы занимаете, там судья, глава, там и так далее, да, управляющий. Вот, что все мы из одной кости, да, белой кости, а вот то, что на вас, это вот как будто какая-то временная оболочка. И что все временно. Есть какая-то доля обиды. Вот из этой обиды, да, человек уходит в такого мудреца глубокого, который знает этот мир больше, чем все остальные. Вот какой-то такой, может быть, даже продвигать какое-то свое мировоззрение людям, окружающим. Да, в принципе, да, человек такой, который владеет какими-то навыками мастерства, может быть, работа с невидимыми силами, управление через невидимые силы, манипуляции через невидимые силы. И также у человека как будто бы какая-то может, да, идти информация определенная, он схватывает на лету и проецирует ее. Может быть, в какой-то момент интуиция. Человек очень был страстен к материальному, к женщинам и так далее в прошлом. Но здесь вот как будто бы у человека до сих пор, да, еще хочется так сказать, все в порядке, вот, со всеми причиндалами. Но вот человек понимает, что не это главное в жизни. Есть важнее вещи по существу. И вот как-то смотрит на вас, хочет вас, желает вас, любит вас, нравитесь вы ему. Но он говорит себе, не-не-не, да, вот как-то останавливает себя. Я же мудрый человек, зачем мне женщина? Женщина в его понятии как будто бы стала эталоном какого-то зла, да, или воздействия на него негативного. То есть женщина как-то на него негативно влияет, когда он с ней. Или же не приносит положительных эмоций, да, а вот только разочарования какие-то в жизни. То, что было в прошлом, в минулости, да, а сейчас вот именно смотрит на все так. Вроде как влюбился, хочется, желается, но мама не велит, да, или именно сердце не велит, сам себе не велит. Такой отрешенный, может быть, ушел в эти именно какие-то места отшельнические, да, чуть ли не в Тибет, вот как-то так. Или ушел на самом деле в такую отшельническую жизнь какую-то, от чего-то отказался, считает, что он несет, миротворец, несет в эту жизнь людям мир какой-то, открывает на что-то глаза. Вот здесь вот о духовности может идти какой-то речь, да, то, что он наполняет чью-то жизнь радостью, именно приводит конкретно человека к каким-то умным заключениям, что в жизни главное. Может быть, это какой-то поп, да, или вот человек проповедующий, миссионер и так далее, да, потому что здесь такое чувство, что человек кого-то с одной стороны учит, с другой стороны этим учит, кого-то лечит, да, или же, может быть, выслушивает чьи-то какие-то из жизни ситуации, пытается вот как-то, он именно чувствует себя каким-то, я говорю, попом, да, перед которым ты должна выложить все свое прошлое, и негативное прошлое в том числе, всю душу выложить, рассказать ему обо всем. А вот он стоит как судья в какой-то степени, да, и вот и рассуждает, что вам делать. Или, в принципе, любит собирать какую-то информацию о жизнях людей, и о вашей в том числе. Но вот здесь о каком-то именно идет речь мудрости. У человека может даже здесь быть такое желание, чтобы у вас уже пора бы, или давно бы уже у вас, да, что-то в голове прозвенело, рассветило и так далее, что вы что-то поняли, осознали в этой жизни, то, что понял он, да, что что-то есть такое, за что вы цепляетесь неважное. А вот он уже это осознал. И вот всех к этому подводит. Возможно, да, здесь может быть какой-то коуч, учитель, но выглядит неплохо, да, при том, если и есть седина у человека, как будто бы даже она к нему, к его лицу подходит, да, вот красиво выглядит.
старость, может быть, человек уйдет. Хорошо, смотрим дальше. Кто еще за вами следит? Детский портрет выходит. Дети. Дети. Почему? Детская карта. А вы очень нравитесь детям, вы очень красивая. Здесь боятся признаться или не признаются в этом, да, но вот видят вас и открывается рот. Какая красивая тетя. Знаете, у кого-то есть такие даже мысли, мне бы такую маму. У кого-то огорчение в жизни. Здесь, кстати, может быть даже ребенок или детский дом, да, или вот какое-то что-то в семье, но здесь прям вообще по-больному, да, как ножом у ребенка внутри. И вот он смотрит на вас, и вот такое восхищение, какая вы прекрасная женщина, какая вы можете, да, вы красивая. Здесь, может быть, даже на вас смотрит маленькая девочка, хочет быть похожей на вас. Вы для нее вот как какая-то знаменитая актриса, да, или именно образец для подражания. Вот такая вы. Хочется за вами повторять или вырасти и стать такой же внешне, как вы. Здесь есть, знаете, чувство такого, что внутри как будто бы хочет, да, чтобы вы были мамой. Мамой. Вот от вас очень такое приятное тепло идет. То, что недополучала вообще в жизни. Да, от вас идет такое чувство материнства. Такое доброе сердце, забота какая-то. Вы, возможно, данную девочку, мальчика угощали чем-то. Или вот именно здесь какой-то добрый поступок в его сторону. Внутри это вот как будто бы ребенка раздирало. С одной стороны, да, он был рад. С другой стороны, вот он не может отпустить ту ситуацию, которая происходило в его семье. То, что нельзя сравнить, да, с этим отношением вашим. У вас очень мягкое и доброе сердце, забота такая. А вот в семье его этого вообще нет, да, там тотальный холод, там вот какое-то постоянное напряжение, может быть, какие-то склоки, да, кто-то вообще при смерти или болен. То есть нет какого-то выхода. И ребенок думает вообще сейчас о будущем. Ребенок думает о будущем. Понимаете, о чем речь? Да, человек еще, не человек, ребенок думает еще, знаете, о чем здесь? О том, чтобы вот через это плохое кем-то стать. Здесь выходят такие яркие арканы: солнце, звезда, императрица. Да? Я вот вырасту, я хочу добиться определенно чего-то. То, что вообще отняли, то, что сделало мне больно внутри, да, но я хочу переосилить себя, выжить, да, достичь чего-то. Вот определенно такое есть желание. И здесь хочется еще так сказать, что был момент, да, когда была жизнь данного ребенка на какой-то границе, на стадии чего-то, вот-вот. И вот человек, вернее, ребенок, да, вот как взялся за голову. Вот здесь вот именно что-то такое мудрое, взрослое пришло в голову данного ребенка. Или приходит, о чем-то таком думает. Хотя это ребенок. И в ваших глазах, да, это может быть еще дитё. Может быть, вы даже бы так сказали. Ты вообще еще дитё. А уже думает как взрослый. Он чего-то понимает. Через боль. Через боль в семье. Кто за вами следит? Зачем? Ну, сегодня прямо это какая-то карта дня. Да, совращаете. Совращаете. Здесь такая, знаете, вот человек смотрит как будто на вас и раздевает глазами. Мужик. Опять мужик. Опять вот хочет вас видеть в своих каких-то фантазиях. Вот прям здесь и сейчас. Да, человек такой, который не терпится, не ждется. Вот это такой, сразу ему подавай. Горячий, страстный очень мужчина.
любвеобильный. Но вот как-то, знаете, вроде как и любвеобильный, но вот как-то держит себя в руках. В руках, да, потому что здесь какая-то ситуация из жизни повторяется, на которую он не хочет снова напороться из-за этого дьявола. Он понимает, что вот как будто бы ним, да, руководит дьявол. Он одержим дьяволом. Может быть, даже сущностью. Но он вот эти мысли останавливает. Человек хочет нормального, да, отношения и прочего. Даже какие-то посещают его такие гнилые, так назовем, мысли, которые он отгоняет, закрывается от них. Не хочет даже в это верить, о чем-то думать, представлять. Да, вот как-то ему кажется это мерзко. И на самом деле здесь имеет место быть, что человек под влиянием или каких-то напитков не очень хорошего характера, да, зависимостей. Также человек был в каких-то зависимых отношениях, которые колбасили человека. И человек сейчас из-за каких-то прошлых отношений находится именно под сущностью. Да, в нем живет какая-то сущность. Хочешь, не хочешь, да, но вот в чем-то, да, иногда вот дает себе слабину и пускается во все тяжкие, пускается снова и снова, да, как по кругу. Как будто бы этот круг не заканчивается. Есть мания такая величия, да, себе. Может, кстати, показывать себя, да я не пью, да я не курю, я спортом занимаюсь, да, и прочее. А на самом деле вот проявляет именно какие-то, может быть, человек и спортом занимается, но помимо спорта, во время досуга, да, может себе принять чего-то. Вот именно, что касается каких-то зависимостей. Вот такой вот тип. Кстати, человек может быть спортивный, но человек может, например, принимать что-то, чтобы, да, восполнить это или быть в каком-то тонусе энергии. Вот что-то такое есть. Также может быть для того, чтобы, да, что-то выглядело лучше, он в себя, может быть, принимает что-то, что не совсем является полезным для организма, может быть, даже и совершенно не полезным для организма. Во всех аспектах видит в вас такую женщину, что она хорошая хозяйка, она и красивая, и успешная, да, вот какая-то вся-вся-вся идеальная. Но у него есть желание, да, именно с такой женщиной вести какие-то отношения. Но человек боится, что снова войдет опять в какую-то колею, в какой-то замкнутый опять круг, который был в прошлом, и опять все начнется заново. Да, человек даже представляет вас уже, но уже представляет в каких-то именно негативных аспектах. У него жизнь как будто бы на самом деле одно и то же что-то такое повторяется, или вот отношения похожие все. И он боится уже что-то на самом деле начинать. Он закрывается от этого. Боится, что влезет и не вылезет. Также здесь нужно принимать какую-то ответственность, чего он на сегодняшний день пока не готов делать. Не готов, ничего не готов. Он может только вот смотри и любуйся. Да, и все. Вот как-то так. Смотри и любуйся. Здесь, кстати, может быть даже, да, человек мнит себя, я такой герой-любовник, по факту, когда до дела доходит, да, вот как будто бы у человека там шатковалка, вот как-то так. Да, вот об этом-то и речь. Шатковалка. Ничего нигде не горит, не стоит. Вот как-то ослабевает, а хочет. Хочет, да, чтобы все, как говорится, работало как надо. Здесь много напущенности сверху. По факту внутри опять-таки, да, ничего нет. Как просто пустой какой-то фантик. На виду красоту, а внутри много болячек. Ну вот чувствует у вас такую какую-то нежность, правоту в чем-то. Вы правы. Ой, здесь вот, я говорю, перед вами он где-то крутится, как будто бы вот может хвастаться, да, какими-то своими достижениями. Вот на, смотри,
смотри, что у меня есть, хочет как-то тем самым вас добиться, или чтобы вы хотя бы посмотрели, да, на его красивую машину или на его вычищенные красивые ботинки. Ну, не знаю, там еще что может быть, на его красивую прическу. Где-то вот перед вами хвастается и просматривает. Знаете, вам, в принципе, все равно здесь. Здесь нет у вас вообще каких-то сейчас чувств особо на все это. Вы смотрите на все это как на некий цирк. Это, знаете, как голуби перед голубиней ходят, там выпендриваются, да, поднимают свою гривку, хвостик там и так далее. Сгибают спиночку, чтобы вот казаться круче, красивее как-то. А вам вот как-то по боку. Вам нужны какие-то конкретные действия, шаги, дела, да, чтобы человек для вас сделал. Может быть, лучше бы спросил, что у меня болит, и как это помочь тебе решить, да, и взял и сделал без лишних вопросов. Вот так, по конкретике вам надо, поконкретнее, повзрослее, позрелее более мужчину, зрелый был, а не какой-то там тюфяк или понтовик, да, вот так назовем, который хвастается и хвастается. Вас не красотой заманишь, а вас скорее по императору, судя, да, такого человека заманишь делами. И не одним делом, а несколькими, да, достижениями какими-то. Чего ты добился в этой жизни, что ты умеешь. А не так, что родители подарили тебе, да, и ты тут приходишь и передо мной хвастаешься. Вот так вот. Так, кто еще за вами следит и зачем следит? Тут, слушайте, ни одной женщины, да, вот здесь вот что-то мужское все идет. Мужское, да мужское. Здесь с вами кто-то из прошлого пытается мериться одним местом, да, вот кто круче, она или я, она или я. Кстати, здесь может, да, быть женщина, но здесь больше выходит мужская позиция, может, женщина такая мужсковатая. Вот у кого лучшие отношения сейчас? У вас, да, или у нее, или у него, да? У кого круче эти отношения? А ну-ка посмотреть на вашего мужчину. А ну-ка сравню со своим. А мой лучше. Да, вот как-то так. Пытается как-то преодолеть какой-то барьер в жизни, который выставлен, может быть, вами, да, и вот надо его перепрыгнуть, эту планку. У вас круто, но я еще круче сделаю, да, свою жизнь. Или у меня будет еще лучше, да, или у меня будет несколько вообще. Обижен на жизнь человек, вот такой вот, обиженный на жизнь, на отношения, на чувства. Очень много думает о том, чем вы занимаетесь, или вообще в вашей жизни, да, вспоминает какое-то прошлое, какие-то есть у вас тут терочки между собой из прошлого, которые не забудет человек никогда, да, и тем самым человек хочет вам что-то доказать. Недопонимание. Здесь даже, может быть, даже было так, что человек собрался и ушел, да, или подруга, или ваш, может, приятель какой, или любимый человек собрался и ушел. Влюбленный тоже имеет место быть. Здесь человек обмусоливает о вас, о вашем прошлом. Осматривает со всех сторон вас где-то, ситуацию всю, то, что была между вами, тяжело внутри. Человек пытается к чего-то добиться, и вот к этому идет с какой-то тяжестью. Знаете почему? Потому что человек пытается кого-то переосилить, доказать, ткнуть носом. Вот посмотрите, чего я добился, да посмотрите на мои медали, на мои кубки и так далее. Вот такое вот есть. Достается со сложностью все, тяжело. Его жизнь пластилин, да, а у вас все тут по маслу. И притом вы такая здесь женщина, сфокусированная на себе, чего нет у данного человека. Вам все равно, да, что у вас думают окружающие, вы в своем закрытом мире, пространстве находитесь, никого не подпускаете, не доверяете никому. Боитесь, что кто-то вас сглазит, да, и, возможно, даже особо не обзаводитесь большой компанией ради того, чтобы не иметь каких-то негативных людей в своей жизни. Из этого, возможно, сделали какой-то уже опыт, да. И что толку? Вот была большая компания, один обо мне одно, второе, может быть,
и имеет место быть, да, или люди какие-то такие не очень были в жизни. Вот так и закрылись. И, кстати, человек может думать, что вы о нем негативно думаете тоже. И он о вас тоже думает негативно, и вы о нем. Здесь я больше скажу, наверное, это какая-то женщина. Но она такая мужсковатая, характеристика такая, грубость какая-то есть. Может быть, проявление каких-то неприятных грубых слов, нецензурной лексики и так далее. Да, здесь какая-то хитросплетения какие-то идут за вашей спиной от этого человека. Здесь, кстати, может даже поливать грязью, вот именно враньем каким-то у вас. Я слышала о ней то сё, но это вранье, то, что она слышала. Да, это вот неправда какая-то есть. Поэтому-то вы и закрылись. Может быть, даже конкретно из-за данного человека, да, вы закрылись. Тотально закрылись. К вам вообще сложно пробиться. У вас вот какая-то, в принципе, энергия такая, недоступная к себе. Тяжелая, может быть, в какой-то степени для данного человека. Да, вы неудобная. Вы неудобная. Когда-то, как считает данный человек, вы сделали ему больно, но теперь он, этот человек или она, думает пройтись по вам, доказать вам чего-то, да, может быть, какую-то свою мировую известность или, в принципе, похвастаться, может быть, чем-то перед вами, да, покружиться, чтобы вы это увидели. Достояния какие-то, достижения, цели даже еще на будущее, да. Знаете, благодаря вот какой-то ситуации между вами произошло то, что у человека, да, сдвинулась жизнь с места в какой-то степени, но вот все идет сейчас вот как-то туго, вязко. Может быть, и останавливается что-то уже. Вот был толчок, но надо было действовать иначе, чтобы шло все гладко. А здесь теперь стоит обижаться только на себя, а не на кого-то, да, что кто-то виноват. Может быть, на самом деле человек посмотрел, как вы хорошо себе живете, да, наслаждаетесь жизнью, ни в чем не нуждаетесь, любите себя. Чем-то себя окружаете деньгами, финансами, работой, сферой именно работы, может быть, заработками. Здесь вот такое вот чувство, на самом деле, что вот как человек стал думать о вас негативно, вот из-за этого все в его жизни остановилось. Может в какой-то степени считать вас виноватой, да? Но здесь человек сам виноват. И вот он видит, что вы классная, а он не дотягивает, данный человек. Но сам себе обещает, что я ей докажу, я буду круче. Она у меня еще увидит. Да, я ей покажу. Ну покажи, покажи. А вы все ярче и ярче. Вот знаете, за вами на самом деле не угнаться. Вы вот тут что-то проецируете, где-то, может быть, наблюдает, видит вас человек, скорее всего, да? Потому что вы, знаете, каждый раз удивляете. Вы как сухая выхожу из воды, да? Или только после операции, но уже возобновилась. Или получила, да, в жизни какой-то урон, но раз такая возобновилась, отряхнулась и пошла дальше, как ни в чем не бывало. Или споткнулась, вы знаете, как модели на подиуме спотыкаются, встают себе гордо и идут дальше. Вот вы такая же. Вы такая же. Наращиваете какие-то силы, наращиваете финансы, вот все у вас растет и пахнет, и улучшается. Может, даже сияете, ваша внешность тут сияет, да? Нет, обида есть. Здесь обида есть, но человек, я не вижу как-то, что будет в ваш адрес как-то негативить, он будет вам что-то доказывать пытаться. Вот посмотри, чего я добилась или добился, вот так вот. Да, как я удачно вышла замуж, да как у меня все круто, вот посмотри, человек даже на что-то рискнет пойти, да, то, в чем он не видит выгоды, вернее, он пока не знает, да, но он рискнет. То есть что-то ему будет в жизни дано, может быть, какой-то или шанс, но он не знает, получится, нет.
Здесь получится что-то, получится. Но здесь сразу говорю, что человек будет перед вами хвастаться, а потом в чем-то разочарование идет. Разочарование. В семье разочарование. Здесь, знаете, вот как человек поспешил, людей насмешил. Он сразу выходит такое. Да, я поспешу, покажу, а тут, да, людей насмешу. Вот произошло что-то. И вы об этом узнаете. Или вам доносят информацию. Ну-ка, что еще? Да, вам, кстати, такое чувство или с рабочего места, или вот с какого-то общества донесут, может быть, ваши общие знакомые, донесут данную информацию, что у человека что-то случилось, горе. Человек, знаете, вот как сквозь силу, сквозь кожу пробивается, пытается вот что-то доказать вам. Какая-то вот мерение пипичками. Вот так вот, вот так. Так, кто еще за вами следит? Зачем надо ему следить за вами? Обсуждалочки, да? Девчата. Девчата. Ваших мужчин здесь обсуждают. Или вашего конкретного мужчину обсуждают. Слушайте, а у вас выбор-то всегда классный, да? У вас какие мужчины в жизни нету, у вас вот какие у вас мужчины в жизни были, да? Все классные, все классные. У вас вкус есть, да? Или к вам тянутся такие, или денежные, да, вот, или вот какие-то такие перспективные, или вот сильные мужчины по фигуре своей, да, такие накачанные, мускулистые, в принципе, да, такие широкие, ну прям мужики. Вот так вот. Девочки-одиночки. Идет почему-то слово такое, да, что скучают. Или они скучают, или они вот именно... Здесь у кого-то конкретно может идти скука по вам, да, вот скучают, но вас не видят. В плане того, что как-то вы или долго уже не появляетесь в их обзоре, или конкретно в этой компании в обзоре кого-то, да, определенно не появляетесь. А у вас как будто бы информация, она вот только так наружу, вот где-то какая-то такая видна. Но все, что остальное, это все вот спрятано где-то за вуалью. О ваших мужчинах, о ваших каких-то, может быть, похождениях, да, и прочем. Но здесь вы однозначно женщина такая востребованная, яркая. Такую женщину нельзя пропустить из виду, да, поэтому на нее клюют какие-то мужики, которые имеют не просто, да, там, квартирку, машинку, а вот заводы, пароходы, да, вот такие вот. Какие-то денежные, презентабельные такие. Знаете, вот тут я вам так скажу, это только домыслы. Домыслы, здесь нету определенно какой-то конкретики. И судя по звезде, да, как будто бы вам дарят желаемые подарки о чем-то вот, о чем вы только щелкните пальцем, да, хочу. И вот у вас уже от каких-то мужчин денежных, да, исполняют ваши желания через деньги. Может быть, материальное что-то. Да, ждут новостей от вас. Так руки чешутся, так вот хочется языком потрещать, так хочется как-то вас, о вас что-то узнать, чтобы это обсудить. А здесь вы нет. Нет, да, информация может быть или закрыта, или вы не допускаете данных людей в свою жизнь. Здесь еще бы сказала то, что вы вот какая-то на самом деле совратительница мужчин. Вам не надо бегать завоевывать, да, вас пытаются завоевывать. Вы вот умеете, на самом деле, выделяют какие-то ваши качества, умеете вот реально пройти, взмахнуть своим шлейфом, и вот все вам должны. Вот как-то так, да, вот она не старается особо, не напрягается. Как-то без усилий раз такая и пошла, и за ней все вот пошло. И деньги пошли, и мужики какие-то пошли, да, и все вот за ней идет.
Но вот больше здесь склоняются к тому, что вас обеспечивают какие-то обеспеченные мужчины или конкретно кто-то, да. Но здесь однозначно шлейф мужчин. У вас всегда был этот шлейф из красивых, из каких-то отобранных, определенных каких-то или популярных, да, звездных, может, мужчин. Там у нее там, она крутится среди каких-то таких шишечек там или еще кого. Таких вышеизбранных, непростых дядек. Вот как-то так. Но здесь домыслы. Здесь конкретики нет. Вы не даете информацию. Вы на расстоянии находитесь. Вам этот мир абсолютно понятен. Да, вам вообще не интересно. И сфера мужчин вам тоже особо не интересна. Вы вот как-то знаете, они думают, что вам интересны они, а вам не интересно, да? Вам вообще не интересно. И чем больше, наверное, не интересны, поэтому к вам могут тоже иметь место быть липнут мужчины. Вы никого не ждете, вас ждут. Вас ждут, к вам кланяются, к ногам все приносят. Вы маните вот как мед, да, пчел. Вот нектар, вернее, пчел. Вот так же вы маните мужчин. Здесь мужчины, вот кинг, да, вот король, паш, ну, вот, все о мужском вот думают. То, что от вас веет такой какой-то энергии, что на вас клюют. Ну, вы такая же, да, чувственная. И причем, знаете, о вас могут говорить, что вы пальчиком поманила, глазками похлопала, нежным тоном сказала, и все, и мужик растаял. У вас есть вот какая-то такая женская энергия, манкость, которая привлекает внимание каких-то мужчин. И вообще, я говорю то, что противоположный пол к вам тянется из-за вашей вот какой-то такой женственности. Вот так вот. Такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Видескара.